одним участникам республиканского национального совещания по организации свободного движения появился на нашем онлайн-семинаре. И сразу предоставляется слово для выступления Ольге Викторовне, руководителю департамента по молодежной политике Республиканского государственного. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела поделиться с вами опытом организации проведения международной работы в летний период Республиканского государственного университета имени Кирилла. В Республиканском государственном университете имени Екатерины Сорокина активно работает штаб студенческих отрядов. В университете с 2014 года работает этот штаб, в состав которого входит 9 студенческих отрядов. Это отряд проводников семинара, строительный отряд «Молот», педагогический отряд «Базы», «Лидер», «Прогресс», «БАС», поисково-спасательный отряд, «Беркут», поисковый отряд поколений и отряд охраны правопорядка «Гриффит». Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» в этом году, Сыктывкарский район, деревня Пачи, закрывает нашими студентами, вожатыми, 4 тематические смены. Значит, в этот Гренаду мы отправили 64 вожатых. Санаторий Полос добавился у нас в этом году, Кировская область. Совместно с СТО ассоциацией подготовлены 2 педагогические программы для возраста 6-13 лет вокруг света за 21 день и для возраста 13-18 лет «Постсовет». Программа направлена на развитие российского движения школьников, которое сейчас актуально у нас у всех институтов, и лагерь полностью укомплектован нашими вожатыми. 72 человека туда поехало. Далее своих студентов мы отправляем в санаторий Черноморская Золька, Краснодарский край, город Анапа, где они опять же выступают в качестве вожатых 38 человек, но помимо всего прочего, они там еще устраивают, проводят трудовые книжки, и они едут еще и как осуществляют сопровождение детей до места отдыха. Далее, в этом году мы отправляем 8 вожатых во Всероссийский детский центр «Армена», город Толстая, отправляем 6 человек во Всероссийский спортный студенческий педагогический отряд, там уже их рассказывают по лагерям Краснодарского края. Далее, в этом году у нас 50 человек едут в отряде проводников семинара для работы в летний период в вагонном участке ХСК, северного филиала СПК. Дальше, чем еще занимаются наши студенты в летний период? Наши студенты активно участвуют в молодежных образовательных проектах. Это Всероссийский молодежный образовательный форум территории смысла на связи, едут примерно 340 человек. На Тавриду едут 4 человека. Едут на международный молодежный образовательный форум «Ладога» 8 человек. На Балтартек, Всероссийский молодежный форум, едут примерно 20 человек. И на Ленинградское Владимир едут 15 человек. Всего по этому направлению едут примерно в районе 70 человек. Далее, вы знаете, что у нас очень активно работает центр популизма, центр гражданского-патриотического воспитания руководитель и летом организованы Кабардино-Балкария, Азербайджан, Национальный парк Юго-2, Средний Урал. Это осуществляется водный поход часовая, на Полярный, Урал, Гора, Заполярье, ну и другие направления. Значит, всего в данной работе принимают участие 72 студента. Далее, своих студентов мы еще и трудоустраиваем в приемной комиссии. Они у нас заняты работу ОСЦ, осуществляют консультирование при подаче документов, отвечают за вопрос социальных лет, работают с личными делами. Ежегодно трудоустраиваем в районе 50 человек. В этом году впервые в республике будет проводиться Всероссийский спортивно-патриотический лагерь для лидеров студенческих спортивных клубов АССК. Проводиться он будет с 10 по
базе этнопарка. Там у нас заняты наши студенты, заняты где-то в районе 15-20 человек. Но туда приезжают студенты со всех, значит, практически со всех вузов северо-запада. Далее, ну и естественно, значит, мы готовимся к новому учебному году, и у нас активно работает институт юзерства. Но для того, чтобы подготовить юзеров, мы эту работу начинаем уже в августе месяце. Институт юзеров является органом студенческого самоуправления. Мы реализуем комплекс мероприятий по адаптации студентов первого курса в университетской среде и взаимодействия студентов старших курсов и студентов младших курсов. Ежегодно мы обучаем в районе 60 студентов. Это где-то примерно, не примерно, а это получается двухдневная образовательная программа. Итого за лето у нас занято в районе где-то 500 студентов. Вот таким образом мы пытаемся и трудоустроить, и занять своих студентов в время. Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Вопросы, извините, пока не писали. Уважаемые коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Но университет готов к сотрудничеству. В таких лагерях, конечно, мы пойдем навстречу и всегда готовы сотрудничать. Вопросов нет. Хорошо, спасибо, Ольга Васильевна. Слово предоставляется Марине Александровне Пахниной, специалисту по работе с молодежью Республиканского центра поддержки молодежных инициатив. Мария Александровна, извините, расскажет нам о республиканских мероприятиях, проводимых специально для молодежи. Ну, на самом деле, здравствуйте, коллеги. На самом деле, вообще, вся деятельность нашего Республиканского центра поддержки молодежных инициатив направлена на выстраивание работы с молодежью в муниципальных образованиях. И поэтому, в принципе, мы работаем по всем направлениям. Сейчас кратко расскажу о том, что будет проходить в летний период. Понятно, что это День молодежи, в который мы всех приглашаем поучаствовать. А также есть направления молодежной политики, такие как волонтерство, такие как юнармия, да, патриотическое направление. Поэтому эти направления ни в коем разе не прекращают свою работу и в летний период. Поэтому, если есть ребята, которые готовы подключиться, или вновь пришедшие, которые еще не знают о каких-либо направлениях, о таких ярко представленных в нашей республике, то практически в любом муниципалитете есть молодежные центры, на базе которых также продвигаются все направления молодежной политики, которые есть и транслируются через наш центр. Особое внимание мне бы хотелось, на котором мне бы хотелось остановиться, это вопрос летнего препровождения, так скажем, молодежи, такой вид, как форумная кампания. Уже говорила о ней Ольга Васильевна немного, да, о том, что их студенты принимают активное участие в форумной кампании. Это привилегия не только студентов,
которые учатся в высших учебных заведениях, если, допустим, вашим студентам есть 18 лет, они также могут поучаствовать в такой форме образовательной кампании. Да? Что входит вообще в форумную кампанию? Это консолидация молодых людей по различным направлениям, опять-таки, деятельности своей, где они могут собраться и обсудить, либо как-то себя проявить. Да? Это площадки, в которых такой, как я говорю, шанс на миллион, когда ты можешь просто заявить о себе. Да, сейчас мы набираем, то есть я непосредственно лично занимаюсь отбором участников на все форумные кампании. Это и Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» на Клязьме, то есть это 8 смен различной направленности. Это и молодежные и студенческие клубы, и молодые специалисты в области IT, это и молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса, и руководители НКО, и молодые парламентарии, молодые политологи и социологи. То есть направленностей множество. И если у вас есть студенты, которые талантливые, которые вы видите, что им не хватает развития конкретно в вашем учебном заведении, вы можете давать им такой шанс. Им стоит всего лишь зарегистрироваться, заполнить свою анкету, и мы на самом деле отдаем предпочтение в отборе людям и молодым ребятам, которые никогда не ездили на форум, потому как есть такие ребята, которые активисты, да, которые всю свою жизнь посвящают, так скажем, активной работе, допустим, в учебном заведении, и, конечно, многие не раз бывали на форуме. Есть такие начинающие ребята, которым хотелось бы в качестве поощрения за весь учебный год предоставить такую возможность. Практически все форумные кампании, форумы проходят в достаточно приятных, благоустроенных санаториях, то есть это не способ отдохнуть и где-то там повеселиться, это способ совместить, так сказать, все свои навыки, знания, умения и в том числе и отдохнуть. Также скажу, что будет у нас Балтийский Артек, куда тоже есть квота от региона. Поясню, что когда вы входите в квоту от региона, соответственно, вы никаким образом финансово не участвуете в отправке своих ребят вот до места пребывания. То есть всю работу и всю финансовую часть по проживанию, питанию на время форума берет на себя принимающая сторона. Если вы входите в квоту от региона, то отправку туда осуществляем мы, Центр поддержки молодежных инициатив. То есть, в принципе, это такой уникальный шанс, когда ваш какой-то студент может оказаться в компании ребят со всей страны, которые соединены одной большой темой, которая им сейчас интересна. Дальше вот про Балтийский Артек хочется сказать, что там будет смена «Молодые учителя». Мы туда тоже всех приглашаем. Это будет с 9 по 3 августа. У нас, к сожалению, квота не очень большая, но я сейчас говорила с представителем РДШ, да, в нашем регионе, Андреевым Василием Михайловичем, он говорит о том, что не так уж и много заявок на эту смену, хотя, наверное, среди вас наверняка есть молодые учителя, которым было бы это интересно. Также будет прекрасный форум молодежный Таврида, куда, опять-таки, очень много смен, есть квоты практически на все смены, это и молодые архитекторы, и молодые художники, молодые писатели, молодые хореографы, преподаватели истории и сотрудники музеев, молодые режиссеры, продюсеры и творческая команда страны. Практически, не практически, а на все вот эти вот смены у нас есть квоты от региона. И, конечно, нам бы было очень приятно, если бы и ребята не только с вузов, но и с ваших учебных заведений принимали активное участие, чтобы был такое многообразие от региона, чтобы были представлены не одни и те же ребята на каждом форуме. То есть сейчас мы смотрим и видим, что многие зарегистрировались сразу на 4, то есть, в принципе, как бы очень активные, да, а есть такие учебные заведения, от которых мы не видим никогда
И это очень грустно, потому как это действительно шанс, когда вы можете своего ученика отправить на такое глобальное мероприятие, которое потом принесет намного больше эмоций, когда он вернется и протранслирует все, что он узнал, и все, чему его научили, на всю аудиторию, которая есть в вашем учебном заведении. Также всех, абсолютно всех, кто достиг 18 лет, приглашаем на наш республиканский форум Крахаль Инноватика, который пройдет с 3 июля по 8 июля в местечке Крахаль. Да, сейчас опять-таки открыта регистрация, то есть сейчас мы не принимаем вот эти вот там коллективные заявки на почту. Ребенок любой вообще с республики, с любого уголка нашей прекрасной республики может зайти в интернет по ссылке по системе АИС, да, АИС молодежь, зарегистрироваться и попасть на форум. То есть для этого не надо приходить в администрацию муниципального образования, заполнять какие-то дополнительные бумаги, договариваться с руководителем, чтобы он туда кого-то отвез. Все это самостоятельно теперь все. Каждый ребенок, каждый человек, который хотел бы поучаствовать в такого рода мероприятии, естественно, тоже может поехать. Мы не прицепляемся никак ни к районам, ни к муниципалитетам, ни к учебным заведениям. То есть это личное решение, когда ты сам принимаешь для себя решение, идешь ты или не идешь на этот форум. Также там будут такие же площадки, в принципе, как и на всех федеральных форумах. Это и творчество, и медиа, и самоуправление, и волонтерство, и технополис, и патриотизм. Еще в завершение скажу, что на всех этих форумах действует еще конвейер проектов. То есть если в вашем учебном заведении обучается ребенок, молодой человек, у которого есть очень перспективный проект, который может быть реализован на территории Республики Коми или транслирован вообще по всей стране, и он оформлен подобающе, он также может принять участие в конвейере проектов, и российской агентство по делам молодежи, да, наше, которое у нас есть, федеральное, оно выделит средства для того, чтобы этот проект был реализован. То есть, на мой взгляд, это тоже прекрасный шанс реализовать себя и свою идею, которая есть у ваших ребят. Поэтому мы всегда открыты к диалогу, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то проблемы с реализацией какого-либо направления в вашем учебном заведении или в вашем муниципалитете. Мы всегда вот готовы беспрекословно поучаствовать, помочь, потому как мы являемся таким связующим звеном в регионе по взаимодействию с молодежными организациями. Поэтому вообще всегда ждем. Спасибо. Спасибо большое, Мария Александровна. Вопросы, может быть, какие-то есть? Можно вам показать вопросы? Так. Да, обновляется. Ну, никто нам не Нет пишет. вопросов, да? Ну, ничего, информации достаточно много, она очень интересная. Ну и, значит, конечно, очень хочется добавить, что участие в таких молодежных мероприятиях это действительно золотая жила воспитания, да, подростков и молодежи, когда они находятся в таком самом активном возрасте по проявлению гражданской своей позиции и так далее. Вот. Ну и со своей стороны у нас в Институте развития образования, да, мы тоже понимаем, что вопросы организации воспитательной работы, в том числе и в летний период, они становятся актуальными, потому что воспитание сегодня это приоритетное направление всей государственной политики Российской Федерации. И, конечно, поэтому с целью поддержки, методической поддержки, в первую очередь, педагогов республики, мы в КРИРО предлагаем такие мероприятия для педагогов, как курсы повышения квалификации, семинары, тренинги с погружением для педагогов, чтобы не в лекционной, а вот в актуальных формах, которые также педагоги могут принимать, значит, для работы со своими учащимися, мы предлагаем различные мероприятия. Вот в
том числе, значит, тренинги. Да, у нас разработаны хорошие тренинги по работе преподавателя и мастера производственного обучения с одаренными студентами, по психологической безопасности личности. И по РДШ, конечно, также у нас идут и курсы, и курсовые мероприятия, и семинарские занятия. И, в общем-то, также одним из современных веяний, что ли, в работе нашего института является такой отклик на запросы, адресные, методические запросы по поддержке педагогов Республики Коми. Откликаясь на эти запросы, мы разрабатываем достаточно мобильно требуемые для наших педагогов курсы, в том числе в системе заочного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Ну и вот сейчас буквально у нас находится в стадии уже завершения разработки проект адресной методической поддержки молодых специалистов, который называется «Молодые педагоги». И в рамках этого проекта у нас предполагается проведение 3 этапов, значит, которые направлены исключительно на